14 апреля 1828 года началась очередная русско-турецкая война, которая закончилась победой русского оружия и заключением 2 сентября 1829 года Адрианопольского договора, в соответствии с которым Турция вынуждена была отказаться от притязаний на Черноморское побережье Кавказа. Абхазо-адыгские народы, не являвшиеся подданными турецкого султана, не признавали законность договора, заключенного без их участия. 14 апреля 1863 года начала функционировать Сухумская начальная горская школа с пансионом на 40 человек, предназначавшаяся исключительно для детей абхазов. Народный поэт Абхазии Дмитрий Гулия писал в своих воспоминаниях: «В день открытия горской школы присутствовал командующий войсками в Абхазии генерал-майор Шатилов, высшая знать города Сухум». 14 апреля 1967 года на заседании Бюро ЦК КП Грузии рассмотрели вопрос о нездоровых проявлениях в Абхазии. Было отмечено, что в Абхазии был организован сход, на котором выдвигали незаконные требования. При этом отмечалось, что поводом послужила недостаточно тщательно отредактированная статья академика Бердзинишвили. Данная публикация и некоторые другие научные статьи о происхождении абхазов, о самобытной культуре абхазского народа были признаны ошибочными. Также было признано, что неоправданно затянули вопрос восстановления исконных абхазских названий некоторых населенных пунктов республики. 14 апреля 1994 года – день создания налоговой службы Республики Абхазия. В этот день председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба подписал постановление Верховного Совета Республики Абхазия о порядке введения в действие закона Республики Абхазия о государственной налоговой службе Республики Абхазия. В декабре 2002 года служба была преобразована в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия. 14 апреля 2003 года в Гамбурге завершился семинар-диалог по мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта. Участники обсудили экономические и социальные вопросы. Встреча была организована научно-исследовательским центром Бергхоф по конструктивному управлению конфликтами и организацией «Ресурсы примирения». 14 апреля 2008 года независимая газета сообщила, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни, возможно, подпишет указ об основных направлениях развития отношений России с Абхазией и Южной Осетией. По данным газеты, указ позволит российским министерствам и ведомствам устанавливать официальные отношения с аналогичными структурами в непризнанных республиках. Право открывать свои представительства в Абхазии и Южной Осетии получат и российские регионы. 14 апреля 2010 года Денис Царгуш завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе в Баку. В финальном поединке в весовой категории до 74 килограммов он одержал победу над болгарином Кириллом Терзиевым. Напомним, что в сентябре 2009 Денис Царгуш стал первым чемпионом мира по вольной борьбе в истории Абхазии. За выдающиеся спортивные достижения, за пропаганду физической культуры и спорта чемпион мира и Европы по вольной борьбе Денис Царгуш указом президента Абхазии награжден орденом Ахтябша второй степени. 14 апреля 2010 года в Абхазии создана Франко-Абхазская ассоциация, руководителем которой стал гражданин Франции, живущий в Абхазии социопсихолог Жан Рожер. Франко-Абхазская ассоциация провела под Тулузой мультисенсорную выставку об Абхазии. 14 апреля 2011 года создано Абхазское географическое общество. В числе коллективных учредителей Абхазский государственный университет и Государственный комитет по экологии и природопользованию Республики Абхазия. Президентом Абхазского географического общества избрана кандидат географических наук, доцент Инга Тания. 14 апреля 1935 года родился Руслан Кабба, критик, литературовед, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалер ордена Ахтябша, член Союза писателей Абхазии. Работал в редакциях газеты «Апснехапш», журнала «Ашколы Абстазары», издательстве «Алашара». Руслан Кабба, старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, преподает в Абхазском государственном университете, является доцентом АГУ. Опубликовано 5 монографий и более 200 литературно-критических статей и очерков. Руслан Кабба – автор более
35 книг о проблемах развития абхазской литературы, а также о жизни и творчестве абхазских писателей Кязыме Агума, Михаиле Лакирбай, Иване Папаскир, Владимире Анкуаб, Борисе Гургулия, Хухуте Бгажба, Анатолия Возба и многих других. 14 апреля 1954 года родился Владимир Васильченко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, генерал-лейтенант, кавалер ордена Леона. Выпускник Ленинградского высшего общевойскового командного училища. Уволился из Вооруженных сил Российской Федерации в должности заместителя начальника штаба Сибирского военного округа. В 2011 году принят на службу в Вооруженные силы Республики Абхазия в должности первого заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия. 14 апреля 1967 года родилась Эмма Ходжа, заслуженный журналист Абхазии, награждена медалью за отвагу и орденом Ахтзапша третьей степени. В 2014 году назначена генеральным директором Абхазской государственной телерадиокомпании. Журналистскую деятельность начала в 1991 на абхазском телевидении. В послевоенное время работала в пресс-службе Министерства обороны, в редакциях газет «Форум», «Нужная», «Новый день». Является автором фильма «Харахаруа Рихаб». За последние 10 лет в день 14 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2012 году. Это 19 градусов. Самая же низкая в 2015 – 6 градусов.